Представьте себе эпоху, когда в самом сердце Центральной Азии, среди бескрайних пустынь и величественных гор, родилась Великая империя – Саманиды. Это было время, когда поэты создавали стихи, которые звучат до сих пор, а ученые меняли представления о медицине и философии. Но кто же были эти саманиды? Почему их история – это не просто древние даты, а ключ к пониманию того, кем мы являемся сегодня? В этом видео мы отправимся в путешествие длиной почти 2 века, от начала их правления в 819 году до последнего дня династии в 999. Вы увидите, как зародилась и расцвела культура, которая вдохновляет миллионы. Познакомитесь с гениями, чьи идеи и поэзия изменили Восток навсегда. Это не просто история прошлого, это история, которая живет в каждом из нас. Останьтесь с нами и узнайте, почему саманиды – это сердце таджикской и всей центральноазиатской культуры. Среди первых мусульманских династий, которые начали подниматься во времена аббасидов, особое место занимают таджики. И первая из таких династий – это именно саманиды. Все началось с одного человека – Саман-Худат, перс по происхождению, выходец из области Балха. Он не принял ислам с мечом у горла. Напротив, он сам принял ислам, вдохновившись благородством арабского наместника Хорасана, Асада ибн Абдуллаха аль-Касри. Между ними завязалась дружба. Когда у Самана родился сын, он дал ему имя Асад, в честь человека, который показал ему ислам не через насилие, а через нрав. У Асада было 4 сыновей – Нух, Ахмад, Яхья и Ильяс. Они были уже воспитаны как мусульмане и верные подданные халифата. В то время в Самарканде вспыхнул мятеж. Сыны Асада встали на сторону аббасидов. Они подавили восстание и продемонстрировали свою лояльность и военное мастерство. И тогда, в 819 году, халиф Аль-Ма'мун, прибыв в Хорасан, издал указ. Каждый из сыновей Асада получает право управлять ключевыми регионами на востоке халифата. Формально они были наместниками аббасидов, но фактически они правили самостоятельно, под властью хорасанского губернатора, но все больше укрепляя свои позиции. Прошло несколько десятилетий. В конце IX века на востоке халифата начался конфликт. Саффариды, новая династия, начали бороться против аббасидов. И снова саманиды встали на сторону халифата. Исмаил ибн Ахмад, известный как Исмаил ис-Самани, повел свои войска против саффаридов. В 900 году в Великой битве при Балхе войска Исмаила Самани разгромили саффаридов. Халиф в Багдаде, впечатленный этой победой, признал Исмаила эмиром всего Хорасана. Именно с этого момента саманиды становятся независимой династией. Их правление начинается еще с 819 года, но настоящая независимость приходит в 900 году при Исмаиле Самани. Столицу они переносят в Бухару, которая становится центром таджикской государственности, культуры, науки и литературы. Да, формально они признавали халифа, но уже не подчинялись ему. Они управляли огромной территорией, от Амударьи до Северного Ирана. Так, из верности и справедливости выросла первая таджикская династия в истории. Династия, которая не только защищала халифат, но и вложила душу в науку, искусство, ислам и таджикскую идентичность. После арабских завоеваний в VII-VIII веках ислам распространился на огромные территории, от Испании до Центральной Азии. Вместе с исламом пришел арабский язык и арабская культура. Он стал языком религии, управления, науки и образования. Многие народы, приняв ислам, постепенно теряли свои родные языки и переходили на арабский.
Это считалось естественным, ведь арабский был языком Корана, официальным языком халифата, и знание его открывало доступ к власти и знаниям. Так происходила арабизация, не просто религиозная, а и культурное и языковое подчинение. Но персы пошли другим путем. Они приняли ислам как религию, но отказались от полной арабизации. Они сохранили свой родной язык, фарси или таджикский, и свое культурное наследие. Это был сознательный выбор – сохранить самобытность, не отказываясь от веры. В ответ на арабское доминирование в раннем исламском обществе появилось движение, которое называлось шухубия. Оно возникло в VIII веке, в основном среди персов. Шухубия выступала не против ислама, а против идеи, что только арабы якобы могут быть лидерами мусульман, и что исламская культура должна быть только арабской. Главная мысль шухубии – все мусульмане равны, и арабы, и не арабы. Ислам – это вера для всех народов, а не национальная религия одного этноса. Это движение стало основой для будущей культурной борьбы за право неарабов, в первую очередь персов, говорить, писать, мыслить и верить на своем родном языке. В IX веке на историческую сцену вышла династия саманидов, правители, которые сыграли ключевую роль в защите персидского языка и культуры. Их государство охватывало территории современных Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Саманиды были мусульманами, но при этом принципиально использовали персидский язык как государственный. Все управления, суды, литература, история, поэзия – все велось на фарси. Именно при саманидах происходит настоящее персидское культурное возрождение. Они даже сделали перевод Корана на персидский язык, чтобы обычные люди могли понимать Слово Божье. Это был революционный шаг. Раньше считалось, что Коран должен быть только на арабском. Но саманиды понимали, что если язык исчезнет, исчезнет и народ. Поэтому они сделали все возможное, чтобы сохранить язык и через него сохранить культуру и мышление народа. При саманидах жил поэт Рудаки, его называют отцом таджикско-персидской литературы. Он писал стихи, которые знали и простые люди, и знатные вельможи. Развивались наука, философия, история. Бухара и Самарканд стали центрами знаний и просвещения. Но главное, саманиды заложили прочную основу. Персидский язык стал языком мусульманской цивилизации на Востоке. И даже после падения саманидов все следующие династии – газневиды, сельджуки, караханиды, харизмшахи, тимуриды – продолжали использовать персидский язык как государственный и культурный. Почему? Потому что все книги, административные документы, наука и поэзия уже были на персидском, таджикском. Этот язык стал фундаментом культуры всего региона. Таким образом, персы, а вместе с ними и таджики, показали всему исламскому миру, что можно быть мусульманином и не отказаться от своей национальной идентичности. Что вера – это внутренняя суть, а язык и культура – это обертка, которую не обязательно менять. Саманиды, IX-X века, создали хорошо организованное и централизованное государство с развитой системой управления. Формально они признавали власть аббасидского халифата, чеканили монеты с именем халифа и упоминали его в пятничной молитве, что символизировало их лояльность. Однако на деле саманиды были фактически независимыми правителями. Они самостоятельно назначали чиновников, вели внешнюю политику, командовали армией и собирали налоги. Столицей государства была Бухара, один из крупнейших культурных и торговых центров исламского мира. Во главе страны стоял эмир, представитель династии саманинов, обладавший верховной властью и светской, и частично религиозной. Эмир принимал решения по вопросам войны и мира, финансов, правосудия и религиозной политики. Для управления обширными территориями государство было разделено на провинции, где власть передавалась назначенным эмиром-наместникам, амиру, валиям или хазибам.
Наместники обычно были из числа лояльных военачальников или влиятельных местных родов. Такая система помогала контролировать отдаленные регионы и предотвращать внутренние конфликты. Саманиды ставили в управление умных, мудрых и сильных людей. Они понимали, что для эффективного правления нужны не просто родственники или приближенные, а настоящие профессионалы, способные принимать взвешенные решения, поддерживать порядок и развивать страну. Благодаря такому подходу государство саманидов было стабильным и процветающим. Саманиды понимали значение духовенства, давали им уважение и свободу, но не позволяли вмешиваться в дела управления. Они считали, что когда религиозные лидеры получают политическую власть, они начинают ставить свое мнение выше других, что может привести к раздорам и ослаблению государства. Саманиды установили четкое разделение – духовенство в религии, эмиры в управлении. Прекрасный пример этого – поведение самого Исмаила Самани. Известно, что однажды к нему на прием пришел известный шафиитский имам. Исмаил, как правитель, сидел на троне, но когда имам вошел, он встал, вышел навстречу, поприветствовал его с уважением и лично проводил обратно. Он это сделал не потому, что подчинился, а из уважения к его знанию и служению религии. После этого ханафитские ученые, видя почет, оказанный шафииту, начали выражать недовольство. Но Исмаил Самани не стал угождать ни тем, ни другим. Он дал понять, что все мазхабы равны, и государство не будет служить интересам какой-либо одной школы. Более того, в мечетях саманидов была введена практика равенства между ханафитами и шафиитами. Один день проповедовал ханафитский имам, на следующий – шафиитский. Это был мудрый способ сохранить баланс между различными течениями ислама, не создавая напряжения внутри общества. На их землях жили последователи разных религий и течений – сунниты, шииты, а также зороастрийцы, христиане и другие. Саманиды придерживались политики религиозной терпимости. Они открыто говорили: «Вы имеете право на свою веру и мазхаб, независимо от того, кто вы и какую религию исповедуете». Это обеспечивало стабильность в многонациональном государстве и сплоченность общества. Интересно, что саманиды даже давали свободу выбора и свободную жизнь своим бывшим врагам. Многие города, которые ранее были враждебны им, не только не подвергались репрессиям, но и сохраняли свои традиции и автономию под властью саманидов. Это способствовало укреплению доверия и лояльности к правящей династии и снижению количества конфликтов. Более того, жители этих городов часто отправляли саманидам подарки, знак признания их власти и благодарности за справедливое отношение. Финансовая система саманидов строилась на исламских налогах. Закят – обязательная милостыня для мусульман. Харадж – налог с земли, особенно с немусульман. Джизья – подушный налог с немусульман в обмен на защиту. Также собирались торговые пошлины и налоги на пастбище. Эти средства направлялись на содержание армии, строительство, поддержку образования и выплату жалования чиновникам. Армия саманидов состояла из профессиональных солдат, тюркских наемников и местного ополчения. Тюрки постепенно усиливали свое влияние и даже занимали высокие должности в военной системе, что впоследствии сыграло роль в ослаблении власти эмиров. Но при жизни сильных правителей армия саманидов была мощной и успешно защищала границы от внешних врагов, включая саффаридов и других претендентов. Судебная система основывалась на шариате с добавлением местных обычаев. Судьи, кади назначались правителями и следили за справедливостью. Были и муфти, которые давали религиозные заключения фатвы, и мухтасибы, следившие за рынками, нравами и порядком в городах. Имелась система разведки, полиция и контроль за безопасностью. Хотя саманиды формально признавали духовное главенство халифа в Багдаде, их независимость в управлении была полной. Они вели собственную внешнюю политику, заключали союзы и решали внутренние вопросы без вмешательства халифата.
Такая формальная верность халифу была скорее символом принадлежности к исламскому миру, чем реальной зависимостью. Таким образом, саманидское государство стало примером сильной централизованной власти, религиозного равновесия и культурного возрождения. Они доказали, что ислам можно практиковать без отказа от своей национальной идентичности, и что уважение к религии не означает передачи ей власть. Благодаря мудрости правителей, таких как Исмаил Самани, и их справедливой политике, эта эпоха вошла в историю как золотое время персидско-таджикской цивилизации. Эпоха саманидов – это время с IX по X век, когда территория Центральной Азии и Ирана стала центром большой культуры, науки и государства. Этот период часто называют «золотым веком саманидов». Почему? Потому что в это время возродился персидский язык, процветала наука, искусство и экономика. Саманиды понимали, чтобы государство было сильным, нужны знания и ученые. Они строили специальные школы, медресе, где молодые люди учились не только религии, но и философии, астрономии, медицине, математике и литературе. В таких городах, как Бухара и Самарканд, при дворе саманидов создавались большие библиотеки, где хранились редкие книги и переводы с арабского, персидского и других языков. Во время правления саманидов жили и творили ученые, чьи открытия повлияли на науку всего мира и до сих пор изучаются. Ибн Сино, Авиценна, великий врач и философ, который написал «Канон врачебной науки». Эта книга была основным учебником по медицине на протяжении более 600 лет в Европе и Азии. Он описал методы диагностики, классификацию болезней, лечения и фармакологию, а также внес большой вклад в философию и логику. Абу Райхан аль-Бирули – астроном, математик и историк, который впервые точно измерил радиус Земли и изучал затмения, свойства планет и звезд. Он также написал важные труды об Индии и ее культуре. Наршахи – историк, автор истории Бухары, важного источника о жизни и культуре Средней Азии в эпоху саманидов. Абу Наср аль-Фараби, философ и логик, известный как второй учитель после Аристотеля. Его работы по философии, музыке и политике оказали большое влияние на развитие науки в исламском мире и Европе. Эти ученые заложили основу многих современных наук и показали, что религия и наука могут идти вместе. Саманидские врачи использовали передовые хирургические методы и лекарственные растения. Философы стремились совместить исламские учения с античной философией, развивая логику и метафизику. Эти достижения оказали влияние на развитие науки в Европе и Азии на многие века. Саманиды отказались от полной арабизации. Они сделали все, чтобы сохранить и развить персидский язык и культуру. При дворе поддерживали переводы и сочинения на фарси, переводили даже Коран, чтобы обычные люди могли понять свою религию на родном языке. Саманидское государство стало одним из первых, кто активно сохранял национальную идентичность в исламском мире. Благодаря этому персидский язык и культура не только не исчезли, а стали основой для многих последующих государств. В эпоху саманидов расцвели архитектура и искусство. Города украшали красивые мечети, дворцы и медресе с резьбой, мозаикой и каллиграфией. Один из лучших примеров – саманидский мавзолей в Бухаре. Это уникальное сооружение из обожженного кирпича с изящными орнаментами и архитектурными решениями, которые стали образцом для будущих строений. Саманиды также развивали декоративно-прикладное искусство, керамику, ковроткачество и миниатюры. Все это отражало богатство культуры и высокий уровень мастерства. Экономика саманидов была крепкой благодаря развитию сельского хозяйства, ремесел и торговли. Они контролировали важные торговые пути, включая часть Великого Шелкового пути, маршрута, соединяющего Восток и Запад.
Саманиды поощряли производство шелка, хлопка, текстиля и металлообработку. Торговцы из их государств отправляли товары в разные уголки Евразии, от Китая до Европы. Этот экономический подъем приносил богатство, позволял развивать города и культуру, укрепляя государство. Саманиды умело поддерживали баланс между различными религиозными и этническими группами – суннитами, шиитами, зороастрийцами и христианами. Всем предоставлялась свобода вероисповедания. Например, в мечетях один день мог служить имам ханафитского мазхаба, а на следующий – шафиитского. Это помогало сохранять мир и уважение между людьми разных вероисповеданий. Саманиды уважали духовных лиц, но не позволяли им влиять на управление государством. Они понимали, что когда духовные лидеры получают слишком большую власть, это может привести к конфликтам. Поэтому духовным лицам была дана свобода, но реальная власть оставалась в руках светских правителей. Эпоха саманидов – это пример того, как можно сохранить культуру и язык, развивать науку, искусство и экономику, а также поддерживать мир и справедливость в государстве. Их достижения оказали огромное влияние на исламский мир и Европу, а наследие великих ученых, архитекторов и торговцев ценят и по сей день. Саманиды показали, что уважение к знаниям и культуре, толерантность и мудрое управление создают прочное и процветающее государство. Эпоха саманидов стала важнейшим этапом в истории Средней Азии и Востока, когда сформировалась прочная государственность и возродилась персидская культура. Саманиды создали сильное и централизованное государство, где управление базировалось на персидском языке и традициях, что позволило сохранить национальную идентичность в период широкого распространения ислама. Саманиды жили в условиях сложной политической обстановки, конкурируя и взаимодействуя с другими династиями, такими как саффариды, газневиды и сельджуки. Саффариды, правившие в южных регионах Ирана и Афганистана, изначально были сильными соперниками, но со временем саманиды смогли укрепить свои позиции и расширить территории, контролируя ключевые торговые пути и стратегически важные земли. Газневиды, которые сначала были вассалами саманидов, в дальнейшем обрели независимость, создав мощное государство в Восточном Иране и Афганистане. Они переняли у саманидов многие административные и культурные практики, включая использование персидского языка в управлении и поддержку науки и искусства. Сельджуки, появившиеся в XI веке, создали обширную империю, охватывающую территории от Средней Азии до Малой Азии, и взяли за основу административную систему саманидов, продолжив их культурное наследие. Политика саманидов была направлена на сохранение и развитие персидской культуры и языка, что сыграло ключевую роль в формировании таджикской и персидской идентичности. Они отказались от арабизации, несмотря на то, что ислам был государственной религией, и сделали персидский язык языком управления, науки и литературы. Перевод Корана на персидский язык помог людям лучше понять свою религию на родном языке, что способствовало укреплению культурной автономии народов региона. Эта политика позволила сохранить местные традиции и развить собственное национальное самосознание, что стало основой для дальнейшего существования таджикских, персидских и других народов. Административная система саманидов была хорошо организована и эффективна. Во главе государства стоял эмир, который контролировал армию, налоги и правосудие. В регионах управляли наместники, отвечающие за порядок и сбор налогов. Духовенство имело свободу вероисповедания и уважения, но не вмешивалось в государственные дела, что способствовало религиозной терпимости и предотвращению конфликтов.
В мечетях поддерживался баланс между различными мазхабами суннитов, ханфитами и шафиитами. Например, в один день служил имам одного мазхаба, а на следующий день другого. Такое разделение помогало сохранять мир и единство в обществе. Важным элементом управления было то, что на ключевые посты саманиды ставили умных, мудрых и сильных людей, независимо от их этнической принадлежности, что делало государство более устойчивым и справедливым. Саманиды также проявляли великодушие, давая свободу выбора и жизнь даже своим бывшим врагам. Города, которые ранее враждовали с ними, сохраняли свои традиции и автономию, что укрепляло доверие к правящей династии и снижало количество конфликтов. В результате саманиды заложили прочный фундамент для будущих государств и культурных традиций региона. Их влияние проявилось не только в сохранении персидского языка и культуры, но и в создании эффективной системы управления, которая стала образцом для газневидов, сельджуков и других династий. Благодаря саманидам сформировалась стабильная политическая структура, в которой уважались культурные и религиозные различия, что способствовало долгосрочной стабильности и процветанию региона. Наследие саманидов имеет огромное значение для истории Востока. Они не только создали могущественное государство, но и сохранили уникальную культурную и национальную идентичность народов Средней Азии, подарив миру золотой век персидской цивилизации. Их наследие продолжает влиять на политический и культурный ландшафт региона до сегодняшних дней. Завершение Золотого века. После почти столетнего расцвета культура саманидов продолжала жить, но их государство начало слабеть. В 999 году саманидское государство окончательно пало. Но причина не только во внешних врагах. Распад начался изнутри. 1. Изменение отношения к народу. Налоги без пощады. В Золотой век было так. Если у народа кризис, налоги снижали или вовсе отменяли. Но позже все изменилось. Подчерк. Налоги стали жесткими и обязательными. Их собирали дважды в год. Неважно, был ли голод, засуха или восстание, казна требовала свое. Это вызвало массовое недовольство среди простых людей, земледельцев, ремесленников и даже солдат. Народ, который раньше поддерживал саманидов, начал отворачиваться от них. 2. Тюркские наемники, чужие, стали своими врагами. В армии саманидов все чаще появлялись тюркские кочевники. Подчерк. Многие были рабами или захваченными пленными. Им давали высокие военные посты. Некоторые становились даже главнокомандующими армией и советниками при дворе. Но со временем, подчерк, эти наемники стали слишком сильными, начали подчинять себе генералов, вмешивались в политику и в итоге захватывали власть. Пример. Себук-Тегин, бывший тюркский раб, стал основателем династии Газневидов, а его сын, Махмуд Газневи, захватил восточные земли саманидов и добил их остатки. Они возвысили тех, кто потом их сверг. 3. Внутренние конфликты и борьба за трон. После смерти великих эмиров, таких как Исмаил Самани, в династии началась серьезная борьба за власть. Подчерк. Братья, племянники, министры – все хотели контролировать трон. Часто менялись эмиры, и управление стало хаотичным и слабым. Когда дом делится изнутри, враг не нужен снаружи. 4. Внешние захватчики. Караханиды и Газневиды. Пока изнутри государство слабело, снаружи поднимались две силы. Караханиды – тюрки из Ферганы и Кашгара. Газневиды – бывшие вассалы саманидов, но уже независимые и агрессивные. Они воспользовались ослаблением власти, развалом армии и разобщенностью элиты. В 999 году караханиды вошли в Бухару. Саманиды официально перестали существовать как государство. 5. Потеря доверия народа. Когда народ голодает,
страдает от налогов и видит, как двор живет в роскоши и слабости, он перестает защищать свою власть. Саманиды потеряли главную силу, которая держала их на троне – любовь и доверие народа. Уроки из падения саманидов. Внутренние конфликты разрушают даже самые сильные державы. Народ нужно защищать, а не давить налогами. Предавать своих и делать чужаков сильнее значит готовить свою погибель. Армия без верности – это угроза, а не опора. Власть, забывшая справедливость, теряет право на существование. Финальные слова. Саманиды дали нам язык, культуру, науку и честь. Но, забыв народ и доверившись чужим, они потеряли все. Их история – это не только гордость, это и предупреждение. Только тот, кто стоит на справедливости, защищает свой народ и уважает свои корни, выстоит сквозь века. Саманиды – это не просто династия из древности. Это корень, откуда выросли таджикский народ, персидская культура, наука Востока и даже политическая система Средней Азии. Их история – это наша история, и вот почему. После арабского завоевания почти все официальное управление, религия и наука велись на арабском языке. Многие местные языки начали исчезать, но саманиды сделали персидский фарси официальным языком при дворе. Начали писать поэзию, науку, философию на своем родном языке. Открыли новую эпоху персидской литературы. Пример. Поэт Абу Абдулло Рудаки, которого называют отцом персидской поэзии, был придворным поэтом саманидов. Именно он доказал, что можно писать гениально не только на арабском, но и на фарси. Если бы не саманиды, таджикский язык мог бы исчезнуть, а вместе с ним и культура, и память. При дворе саманидов ученые, врачи, философы, историки имели полную поддержку. Примеры. Ибн Сина, Авиценна, родился и вырос в Бухаре, в культурной среде, созданной саманидами. Он получил образование в библиотеке Бухары. Его «Канон врачебной науки» стал основной медицинской книгой мира на 600 лет. Историк Наршахи написал первую историю Бухары не на арабском, а на фарси, благодаря политике саманидов. Саманиды вложили в образование как никто до них. Они понимали, без знаний нет сильного народа. Столица Бухара стала вторым Багдадом Востока. В ней строились библиотеки и школы, писались книги по исламу, медицине, математике, создавались архитектурные шедевры, как мавзолей Исмаила Самани, один из древнейших и красивейших в исламском мире. Хотя саманиды формально подчинялись халифу в Багдаде, на деле они были независимыми правителями, создававшими свою армию, свои законы и собственную политическую систему. Они управляли справедливо, умно и уважали местные традиции. Благодаря саманидам у таджикского народа появился опыт государственной независимости и политической зрелости. Саманиды были таджиками по культуре, языку и крови. И именно они первыми соединили ислам с иранской таджикской самобытностью. Они показали, можно быть мусульманином и при этом не терять свою культуру. И сегодня мы, таджики, говорим на том же языке, на котором пели поэты при дворе саманидов, строим на той земле, где правили Исмаил Самани и его потомки, и чтим тех же героев, что вдохновляли поколение за поколением. Почему мы должны помнить? Потому что забытый народ – мертвый народ. Потому что саманиды – это начало нашей нации. Потому что, зная их, мы лучше понимаем самих себя. Если ты таджик, знай, ты потомок великой цивилизации. Не ищи свою историю в чужих учебниках, она уже написана в эпоху саманидов.